что вы достойно пройдете этот путь. Это обязанность каждого мужчины. Я уверен, что взрослая жизнь у вас начнется после того, как вы вернетесь, отдав долг Родине. Ваймяхтаз, Калимата, Макширипа, Махмад Алас, Хар Масад Малаш Даск, Шейн Тадалаш, Хашт, Хватшиздеш, Шейтайн Болжбо, Хакимиш Сани, Мудахдулыш, Вайгала Си, Эздил Улк, Духцидеш, Шей Дейн Ваной, Дог Воздухаш, Хар Хакимишах, Кягат Яздиш, Шахтир Монтиваш, Ялахай, Шиндизл, Шиндадалаш, да, Хашт Хватшиздеш, Быза Эпсарш, Бей, Алчицар Дог Воздуал, Хатдаг Воздуал, Мугж Мяшдулыш, Шей Бартадулыш, Хауюлыш. С напутственных слов исполняющего обязанности председателя правительства Ингушетии Магомеда Евлоева стартует первая отправка новобранцев в рамках осенней призывной кампании. Эти 8 парней уже завтра отбывают в Ленинградскую и Московскую области. Ребята отдать долг родине идут по собственному желанию. В моей семье служил и отец, также дядя, дедушка тоже служил. Я решил поехать в армию по своей воле, по своему желанию. Почему? Потому что после армии я намерен устроиться на работу. А так как мы знаем, чтобы поступить в правоохранительные органы, там необходим военный билет. Испытать себя, получить бесценный опыт, устроиться на хорошую работу. У каждого призывника свои причины служить. Адам Баркинхой в ближайший год проведет в космических войсках. Часть одна из лучших в стране. Изначально хотел в эту часть, я попросил, чтобы меня подготовили в часть, все сделал. И мне нужно было взять непосредственно военный билет, а без военного билета устроиться в службу органы невозможно. Я считаю, что это как бы такой экзамен для каждого мужчины. Военно-космические, воздушно-десантные и сухопутные. Именно в эти части будут отбывать большинство наших срочников. Со слов военного комиссара республики, призывная кампания идет согласно плану, поставленному Южным военным округом. Наряд Ингушетии в рамках осенней призывной кампании больше 200 человек. В соответствии с планом отправок с нашей республики уезжает 8 человек. Это 5 человек в Подмосковье и 3 человека под Санкт-Петербург. Службу будут проходить они одни в космических войсках, другие в сухопутных войсках. На сегодняшний день команда уходит в соответствии с графиком, скомплектована она в соответствии с требованиями, предъявляемыми к этим командам. Я думаю, что наши ребята достойно отслужат и вернутся домой. Общее фото на память. Проводить первую группу пришли родственники, друзья и знакомые. Призывная кампания в самом разгаре. Несмотря на ряд привилегий, которые предоставляет военная служба, есть и те, кто не спешат идти в армию. В военкомате напоминают, армию пройти обязан каждый гражданин страны, достигший 18 лет. За уклонение призывнику грозит крупный штраф в размере 200 тысяч или лишение свободы на срок до 2 лет. Идрис Ижиев, Султан Магушков, Новости 24.